Ремонт для ветерана Камбулата Гайсанова идет полным ходом. Не теряя времени, рабочие сперва стянули каркас специальными металлическими прутьями. Это позволит дому быть более монолитным, а также исключить проблему трещин стен и потолка. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку комнат. На материалах не экономят, все красиво и качественно. За 10 дней успели проделать большой объем работ. Помещение было в плачевном состоянии. Полы, стены и потолок нуждались не просто в ремонте, а в полном обновлении. Эту работу строители выполнили в течение нескольких дней. Внизу постелили качественное покрытие, предварительно полностью забетонировав обе комнаты. Сейчас маляры докрашивают стены. Обновить жилье для Камбулата Гайсанова лично поручил глава республики Махмуд Али Калиматов во время своего визита к ветерану накануне Дня Победы. Городская администрация сразу же отреагировала. Изначально по плану был только косметический ремонт. Однако после визуального осмотра было принято решение о масштабном обновлении всего дома. Жилище было очень негодное, поэтому мы полностью внутри сделали ремонт. Ну, тут видно полностью трещины. Невозможно было дальше жить. Все стройматериалы, ламинат, кирпич, все это мы покупаем вместе с ними на ихний выбор. Не забыли и об отоплении. Помимо устранения трещин, в доме полностью переделали отопительную систему, трубы, батареи, отремонтировали котел. После окончания внутренних работ строители приступят к внешней отделке жилища. Внутренние работы мы полностью закончили. Теперь мы планируем сделать ремонт крыши и сделать кладку, облицовку и поменять ворота. Ворота у нас уже готовы. Ждем, нам обещали помощь с правительства Республики Ингушетия на замену кровли дома. В ближайшее время мы начнем кровлю и сделаем кладку этого дома. Сейчас ветеран проходит лечение в Москве. Если все пройдет по плану, по приезду Камбулата Гайсанова будет ждать новый дом со всеми удобствами. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.